Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В прямом эфире Тетим Саха-радиото и телеканала НВК Саха, передача «Якутск сегодня». На календаре 15 ноября, вторник, за режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов, у микрофона Эдуард Рудых. Тема нашей передачи посвящена вопросам нашей с вами недвижимости. Мы все так или иначе владеем недвижимостью. Это может быть и квартира, и дом, и гараж, и земельный участок, и сельхозугодия, и охотничьи угодья, и другие различные объекты капитального строительства. Мы сегодня не будем касаться вопросов правовой, юридической части владения недвижимости, на основании чего мы владеем, какие бумажки имеем. Это тема других передач. Наши дома, участки имеют в этом мире, в пространстве, существующем вокруг нас, свое местоположение. По-другому, как в былые времена, это дом дяди Миши под сопкой у ручья, так сейчас уже не делается. Все должно быть, иметь свое местоположение в пространстве, до точности, я не знаю, до метра, наверное, да? Сегодня до сотых метра. Ага. О том, как сегодня определяется местонахождение наших жилищ, границ наших территорий, какие существуют препятствия по их определению, расскажут начальник отдела геодезии, картографии управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха-Якутия Татьяна Брониславовна Назарова и главный специалист-эксперт отдела геодезии и картографии Александр Владимирович Соловьев. Добрый вечер. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира 320066 и 321166. Номер WhatsApp мессенджера +7 411 232 0066. Вам слово, Татьяна Бориславовна. Добрый день, дорогие радиослушатели, телезрители. Предваряя нашу беседу о координатах объектов недвижимости, границ наших территорий, мы хотим начать издалека, с государственной позиции на тему пространственных данных. Долгое время в России права на недвижимость регистрировались в локальных программных системах. То есть каждый субъект Российской Федерации имел свою программу, локальную свою систему, где регистрировались наши права, наша недвижимость. И, то есть получалось, что база данных она принадлежит одному субъекту. Перед Росреестром в течение 10 последних лет стала очень большая задача, что надо сводить ее в единый государственный реестр недвижимости. Для этого нужно было создавать федеральную информационную систему. На сегодня, значит, эта работа была полностью проведена. В 2020 году для всех, все наши субъекты Российской Федерации, все регионы перешли в ГИС ЭГРН. То есть получается, что у нас появилась единая такая база данных всей недвижимости, которая есть в России. После перехода у нас управлением Росреестра по Республике Саха-Якутия создавалось это ГИС. Это очень большая работа была сделана, перевод всей системы на новую систему в ГИСа. После переноса всех данных выявилось, что у нас ЭГРН, это единый государственный реестр недвижимости, не имеет всех данных, да, нет полноты данных, нет точности данных. Зачастую так в течение многих лет то, что регистрировались права, да, в государственном реестре имелось зарегистрировано то право на имущество, там, допустим, у вас на земельный участок, на квартиру. У вас ваши права были зарегистрированы. Но в реестре, в электронном этого... Нет, оно есть. Все есть, юридические документы имелись на них. Права ваши зарегистрированы. Имеется кадастровый номер каждого вашего объекта недвижимости. Но дело в том, что у многих нет координатного описания. То есть каждый объект должен иметь какое-то свое пространственное местоположение в целом, да. И у нас так получилось, что в Якутии каждый населенный пункт имел условную систему координат, то есть пространства, они между собой были не состыкованы.
разрозненные такие, которые нельзя вот сказать, что вот этот объект имеет такие координаты, и, допустим, ее сравнить с координатами, которые имеет объект в другом городе. В каждом населенном пункте у нас получалась своя система координат. Также межвселенная часть территории, каждый район тоже имел свои условные системы координат. В общем, даже имеющиеся те объекты, которые имели координаты, их нельзя состыковать. То есть где-то положить на одну картографическую подложку не получится, потому что нет единой картины, нет единой проекции, и мы не можем видеть их местоположение. Поэтому стала тема большая наполнения нашего ИГРН полной и точной информацией. Так, в прошлом году правительством Российской Федерации постановлением от 1 декабря 2021 года номером 2148 была утверждена государственная программа Российской Федерации. Называется она «Национальная система пространственных данных». То есть пространственные данные – это все объекты, которые имеются. Это не только как бы наши вот гаражи, дома и прочее, да. Это вот все лесные фонды, которые есть, земли сельхозназначения, наши границы субъектов Российской Федерации, границы муниципальных образований, какие-то вот территориальные зоны, заповедники. Они должны иметь границы, то есть координированы быть. Мы должны знать, чем мы владеем. Без координат это просто как какой-то объект в пространстве там витает, и мы не знаем, где это находится. Нет местоположения. Местоположение только можно определять координатами. И вот в связи с тем, что очень много нет информации, есть еще много незарегистрированных как бы объектов, да, а их вообще нету, не то чтобы там владелец как бы не определен, нет нормативных документов на него, да, и координатных описаний. Поэтому вот была принята большая государственная программа, которая стала базовым документом нашего стратегического планирования, где был отражен весь комплексный подход при формировании и реализации мероприятий вот в сфере земельных и имущественных отношений. Вот это самый главный такой документ последних лет, да. Здесь идет и понятие инфраструктуры пространственных данных, и на федеральном уровне были определены наши цели и задачи, что мы должны делать в данной области. Было на краткосрочную перспективу, на дальносрочную. И в этой программе было отмечено, что стоит проблема вот наполнения нашего единого государственного реестра недвижимости. Это очень большая работа, если Якутию взять. Это огромная работа. Как это делается? С помощью космических снимков или по земле ходят инженеры и все измеряют? Или как это делается? Нет, это координирование идет в основном, это и специалисты этого дела, да, именно если принимать кадастр недвижимости, потому что есть понятие просто другие работы, геодезические, картографические работы, там работают геодезисты и картографы, а видно в области недвижимости это люди такие, как кадастровые инженеры. Многие, наверное, слышали, что есть такие специалисты и обращаются к ним. Вот они определяют наши координаты. То есть, если вы где-то получили документ, разрешение о том, что вот с такими-то координатами вам выделяется земля, да, есть какой-то участок там, делает выноску ваших координат на местность. То есть, вы знаете... То есть, попросту говоря, выезжают на место и указывают отсюда до сюда. Они определенно имеют приборы геодезические, по нему выносят от пунктов государственных геодезических сетей эти координаты. Эти пункты несут себе в координаты. Эти координаты с помощью приборов передаются на ваше место, на вашу местность и говорят, вот эта точка, это вот точка номер 1 вашего забора. Там, если это прямоугольный, там будет 4 точки определены, и можете вот владеть вот этим куском земли, который имеет вот такие координаты. То есть потом заполняется межевой план, когда речь идет о земельных участках, заполняется межевой план, да. И в этом межевом плане расписаны все координаты вашего участка земельного, и вносится это потом со всеми документами, с правом владения, с регистрационным номером вашего земельного участка, вот этот единый реестр государственной недвижимости, это ИГРН, так называемый, да, в ГИС ИГРН это все носится. Наконец-то ваши права становятся законными, у вас регистрируются ваши права. Но тут, если мы перейдем, опять же, к государственной части нашей, да, вот это.
Необходимо было, появились эти проблемные части, что, допустим, на 1 января 2021 года в ЕГРН России учтено 170 миллионов объектов недвижимости, да, всего всех этих земельных участков, из них 61 миллион. И получилось, что с координатами границ этих земельных участков всего 38 миллионов единиц. То есть, получается, 62% наших земельных участков по России не имеет координат. То есть очень глобальная тема это, да. Более того, да, в ЕГРН должны вноситься сведения о границах между субъектами Российской Федерации. Это, получается, наши внешние границы многих субъектов не координированы. На сегодня, значит, получается, что границ субъектов нету, границ населенных пунктов не внесены, 52% всех населенных пунктов России, 36 границ земельных участков, это в процентном отношении, да, 15 границ муниципальных образований субъектов, 58 границ территориальных зон, 47% лесничеств и 34% особо охраняемых территорий, они не внесены, то есть не имеют координат. Мы знаем, что есть такой участок, может, даже у них юридические документы имеются, да, на основании чего они выделены и прочее, но не имеет местоположения, потому что координаты по ним не определены. И тут хочу сказать, по Якутии остановиться. У нас, мы молодцы, скажем, правительство Республики Саха-Якутия в 2008-2010 годах заключили государственный контракт на определение координат внешних границ Республики Саха-Якутия. На сегодня у нас все границы со смежными субъектами, да, начиная с Чукотки, начиная Магадана, Амурской области, да, как Хабаровским краем, Забайкальем, все наши смежные, которые субъекты мы имеем, эти границы у нас были определены. Но они были определены в системе координат 1942 года, поэтому они внесены у нас в ЕГРН, координированы. И теперь в связи с тем, что весь кадастр, реестр России сидит в местных системах координат, мы ее переводим. В настоящее время очень большая работа идет по переводу местной системы координат. И каждый субъект имеет свою местную систему координат, и получается, надо их стыковать, наложение друг на друга. Наконец-то мы на единую карт-подложку высаживаем наши границы. И теперь бывает, что наложение участков такие, есть узловые точки, и все это требует согласования. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутск сегодня». В студии начальник отдела геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха-Якутия Татьяна Брониславовна Назарова и главный специалист-эксперт отдела геодезии и картографии Александр Владимирович Соловьев. Телефоны прямого эфира 320066 и 321166. Татьяна Брониславовна, пожалуйста, продолжайте. Я продолжаю. Очень интересно. В рамках этой программы большой наша национальная система пространственных данных должен был решаться вопрос картографирования территории Российской Федерации. Мы понимаем, что у нас территории огромные, особенно Республики Саха-Якутия, и получить полное картографирование довольно сложно. Это органы власти различных уровней, не имея базовой цифровой картографической основы с актуальным набором пространственных данных, да, для них это сдерживается и затрудняется реализация любых программ экономических, развитие территории, да, предпринимательской деятельности. То есть для того, чтобы что-то делать, необходимо иметь данные, пространственные данные. То есть человек обращается, какая-то организация, фирма обращается в какие-то геоинформационные системы и получает для себя все нужные данные. То есть это все должно быть полный и точный реестр.
туда заходим, мы хотим, вот эта земля есть, мы знаем, что какая-то вот недвижимость есть, мы хотим их использовать для своей работы, допустим, предпринимательской деятельности. Для этого мы должны знать про нее все. Зашли в один ресурс и получили всю информацию, да, допустим, кто там владелец или нет владельца, или можно у этого человека арендовать, да, это, но мы должны все знать о ней. Там сидит и кадастровая стоимость этих земель, и сведения о владельце, какие координаты, в какой местности находится. Есть картографическая подложка, если все хорошо и нормально у нас все заведено, мы все видим. Где вот и в настоящее время вот проблема в том, что как бы мы не полный получается и не совсем точный реестр у нас на сегодня, да. Поэтому вся вот эта программа нацелена на то, чтобы мы ее хорошо заполняли. Сейчас на сегодня низкие темпы сбора и актуализации пространственных данных. И есть такая, новая у нас появилась, это единая электронная картографическая основа. Связано это с картографированием, то есть должны быть топографические планы, топографические карты в зависимости от масштабов. И они, как вот лоскутное одеяло, должны покрывать всю территорию России. Да? Они должны собираться в одну единую подложку, картографическую подложку. Она должна иметь свои какие-то требования по и масштабам имеет, и по форматам, которые должны быть представлены, и системам координат тоже. Вот, это чуть рано начали нам показывать, да. Ну вот что такое единая электронная картоснова, да? Это систематизированная совокупность пространственных данных. Это всей территории Российской Федерации. И создается на виде цифровых топографических карт, планов, цифровых ортофотопланов, да, это аэрофотосъемка, полученная с помощью них различных масштабов. Вот для Якутии, вот с учетом огромной ее территории, вопрос наполнения является очень тяжелым. Там же наша территория – это самая большая территория, это больше всех должно быть количество карт. Покрытие должно требует очень больших вложений, да, со стороны и органов власти нашей, да, от муниципальных образований. Здесь, если мы берем масштаб от 1/2000, это крупные масштабы. Но оно требуется для населенных пунктов, то есть там видно очень много хорошо. Да? Они созданы всего 36% номенклатурных листов. Это у нас в Якутии. Да, это в Якутии, да. К нам поступил звонок, извините. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, наушники. Андреева. Я хочу задать вопрос. Мы, еще будучи студентами, изучали предмет геодезии, и наша вся республика была определена геодезическая карта с привязкой триангуляционных вот этих вышек, которые имеются по всей территории. Значит, она была, эта система. Сейчас просто ее, наверное, цифровать надо просто-напросто, а не вновь. И как вот эти триангуляционные вышки, они имеют сейчас какое-либо значение или нет? Потому что я вижу, что в тайге много их разрушенных находится. Вот такой. И второй вопрос мы берем. Второго радиослушателя слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мен бұл ана участок бұдын, екеденші хүрбей бейхіллаққа. Оны бұйыл жебін тұттан баран документары гымыппар участок конфигурацияда орен қалбыт жебітірі. Ол ең документу хатаматаға. Оны кадастровый номерынан сосед жедін көддірір. Оны қайдақ кіна оны. На первый вопрос ответим. По первому вопросу, значит, да. Триангуляционные пункты, которые вы знаете, они входят в состав государственной сети, геодезической сети. Это называется АГС, астрономо-геодезические пункты 3-4 класса. На сегодня вся структура такая идет: факсы, фундаментальные астрономо-геодезические сети идут,
Потом следующий шаг это идут высокоточная геодезическая сеть. Следующая сеть это спутниковая геодезическая сеть первого класса. И следующие входят наши тренингационные пункты. На сегодня они используются, их очень много по Якутии, но они были построены в 40-х годах. Это были деревянные сигналы, да. Многие и могли сгореть в тайге при пожарах, многие просто сгнили, как труха, там те рассыпались. А вот мы показываем, это внешний, это наружный знак, да, это вот эти сигналы. Раньше наверху находятся визиры, и от них где-то в километрах 5-10 можно было увидеть с других вышек вот эту верхушку, так называемый визир, да. И они использовались при тех наблюдениях. На сегодня, конечно, мы используем немножко другие уже приборы спутниковые, да. И надобность большая такая в этих наружном знаке, в сигналах, так это в народе вышка называют, на самом деле это сигнал, сложный сигнал деревянный. Они нужны. Тут дело в том, что несет координаты металлическая такая труба, или пилон такой железобетонный, наверху, который имеется перекрестие. Марка с перекрестием, он как раз несет эти координаты. В свое время они были определяются несовершенно в разных системах координат, в зависимости, кому что нужно, да. Если идет про кадастровые работы, мы определяем ее в МСК-14. МСК-14 это для нашего региона определенная местная система координат. Но мы к этому вопросу еще подойдем, просто мы идем потихоньку. Второй слушатель участок приобрел в 2021, и оказалось, что он какая-то часть занимает соседний участок. То есть... Тут в каждом конкретном, конечно, случае надо смотреть. Есть, конечно, и подвижки могут быть, но тут... Все зависит от случая. Что за участок, в каком месте находится, в каком населенном кадастровый пункте. Паспорт все надо. Или как? Если не обращались к кадастровому инженеру, значит, он что-то смотрел там, да? Можно узнать, какой это населенный пункт? Да, сейчас на сегодня есть немножко такие смещения из-за того, что мы поменяли систему координат. То есть картографические проекции сдвинулись, это все новая система координат, поэтому имеются такие какие-то смещения в определенных населенных пунктах. Мы с ними работаем. Переход был у нас осуществлен в июне этого года, и начиная с июня все мы эти смещения находим или по обращениям наших граждан, по обращениям каких-то субъектов геодезической картографической деятельности, они передают нам, что в таком-то населенном пункте имеется смещение, да. Но это работа. То есть, если смещение, то с соседом, то есть кто прав? У него сместилось или у этого радиослушателя? Как тут это? Через суд? Или как? Это касается темы немножко другой. Это государственного регистратора прав у нас работает в юридической части. Тут мы не можем сказать. Но все равно надо мы в целом смотрим картографическую подложку. К вам. Да, консультироваться, государственных, наверное, регистраторов прав. Да, проходить консультацию. Мы не можем в этой части работать, мы не знаем. Мы сидим общие эти картографические подложки смотрим, проекции смотрим. Немножко не с того отдела, скажем. Так, и вопрос к нашему второму гостю. Так, Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, о вашей части работы в этом пуле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. Поближе. Наша тема, конечно, специфическая, скажем, для узкого круга специалистов. Поэтому вопросы, конечно, будут дальше больше будут понятны кадастровым инженерам, а также специалистам. То есть наша передача посвящена не только
ну, скажем, обыкновенным радиослушателям и телезрителям, а также да, специалистам дела, да. Да, специалистам вот в нашей области. Вот согласно статье 6 Федерального закона 218 о государственной регистрации недвижимости, да, установлено, что геодезической основой единого государственного реестра недвижимости являются геодезические сети и геодезические сети специального назначения. При регистрации прав на кадастровый учет подаются специальные документы. Это технический план для объекта капитального строительства и межевой план, соответственно, для земельных участков. Их готовят специально уполномоченные специальным правом специалисты для кадастрового инженера. Ну и соответственно приказами Росреестра установлены требования для их подготовки, где четко определено, откуда должны быть получены координатная основа, координатные сведения для геодезической основы межевых или технических планов. Ну, так, например, для получения сведений по государственным геодезическим системам необходимо обращаться в Федеральный фонд пространства и данных. Сейчас мы вернемся к нашему разговору. Мы уходим на короткую рекламу. Через 2 минуты мы продолжим наш разговор. Вы смотрите в прямом эфире передачу «Якутск сегодня». В ней принимает участие начальник отдела геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха-Якутия Татьяна Брониславовна Назарова и главный специалист-эксперт отдела геодезии и картографии Александр Владимирович Соловьев. Александр Владимирович, вот используемые при кадастровых работах геодезические пункты на территории республики, где они находятся и хватает ли их количество для проведения этих работ? Да, самое большое количество пунктов, как вот ранее Татьяна Брониславовна сказала, да, что у нас действительно в силу большой территориальности, то есть по республике Саха-Якутия у нас находится более 52 тысяч пунктов государственной геодезической сети, нивелирной сети и гравиметрических сетей. Они, конечно, расположены, вот как видно на слайде, равномерно по всей территории Российской Федерации. И для того, вблизи каждого населенного пункта имеется, как правило, как минимум 3 единицы таких пунктов. И для того, чтобы инвентаризировать наличие и состояние пунктов государственной геодезической сети, нивелирной сети, гравиметрической сети, которые служат основой, конечно, всех картографических произведений, геоинформационных систем, навигационных задач, Росреестром проводятся работы по обследованию их состояния. Для составления госзаказа на восстановление или закладку новых пунктов необходимо знать объемы работ, их территориальное расположение. И для выполнения данных работ изданы соответствующие приказы, по которым эти состояния этих пунктов требуется указывать, в том числе и в межевых и технических планах. Ну, это, например, тут необходимо разделять по их состоянию центра, наружного знака и также марки. Ну, геодезический пункт представляет в себя это и сложную инженерную конструкцию, состоящую из центра. Это металлическая труба там, разной длины от 3 до 5 метров, вкопанную в землю, да. Ее марки этого пункта, которые наварятся на эту трубу и которые содержат в себе, соответственно, металлический круг, у которого имеется выпуклость с центром непосредственно, где могут быть нанесены соответственные цифры, обозначения, да.
То есть информация Есть какая-то прямо. цифровые, да, данные, номер марки как бы идет, да. Вот здесь на картине у нас, если Ну, кто есть, там наверное, видит, какие-нибудь да, требования по охране таких пунктов. Да. То есть могут же повредить и вот так как далее. раз подошли мы Да. к той теме, которая нам И очень здесь, нужна. значит, вот в таких документах это межевой технический план, вот кадастровые инженера должны указывать сведения об их состоянии, то есть сохранен ли тот или иной пункт, то есть наружный знак есть, нету, центр он в наличии, то есть может быть он выдавлен, наклонен, марка читается, не читается. То есть вот информация такого плана должна содержаться в соответствии вот таких документаций, то есть в межевых и технических планах. Ну, вот эта тема нашего обследования, да, почему мы эту работу проводим большую, это было большое поручение Росреестра по всей территории Российской Федерации, чтобы мы проверяли состояние пунктов. Состояние пунктов мы определяем для того, чтобы были потом заключены государственные контракты на восстановление этих пунктов, на строительство новых, которых не хватает. Эти пункты по всей России должны равномерно распространяться, то есть мы к ним привязываемся в любом месте, где-то недалеко должен быть пункт. Это государственной геодезической сети. А если мы хотим брать высотную отметку, то это государственная нивелирная сеть. И сила тяжести измеряется, да, это гравиметрическая сеть у нас несет вот эти данные. И они нужны для чего, если мы так подходим к этим вопросам, для чего нужны вообще эти пункты, да? Они в свое время, они везде были, эти сети отнаблюдены, выяснено, какие у них местоположения, то есть они имеют координаты, да, координаты имеют в разных системах координат, которых нужно. Есть и местных системах координат определенные эти координаты, есть определенные в государственных системах координат. Они внесут это, каждое вот это перекрестие, которое есть на этой трубе, это центр называется, да, вкопанный в землю, который вот железобетонный пилон может быть, да, или может быть металлическая труба, она длиной и 6, и 8 там, метров достигает на глубине. Просто мы там покажем еще видео, где мы ищем эти трубы. Она добывает 30 сантиметров от уровня земли, находиться Сейчас внизу. Сейчас режиссер да? включит видео. Да, вот не всегда их видно. Сейчас вот буквально. Да. И необходимо находить эти центры. И то, что вот наружный знак уничтожен, да, или поврежден, есть металлические пирамиды такие, тоже мы картинки показывали. И вот эти сигналы, вот видео, которые, да, вот мы, видите, ищем мы таким образом эту трубу в земле. Его как бы нету, да, как будто он уничтожен, и центра нету. Нам необходимо их найти. И вот этот металлоискатель, который у нас есть, мы по нему находим вот эту трубу. Она металлическая, соответственно, она издает звук. Тут, не знаю, слышно, нет, это звуковые сигналы, да, вот звуковые сигналы, и по нему мы вот определяем, что надо копать здесь. Мы вынуждены брать лопаты сами, копаем. И вытаскиваем эту, доходим до этой трубы, смотрим его марку, какой номер носит, в каком состоянии, да, наклонен, не наклонен, и определяем состояние пункта. Значит, если мы находим и все хорошо, даже не имея вот этого наружного знака, он считается рабочим, потому что он несет в себе координаты. На нем могут стать геодезисты, кадастровые инженеры, ставят прибор, и вот отсюда передаются координаты до ваших объектов недвижимости. Он несет это для навигации. Как бы контрольная точка, да? Получается, от него идет передача координат. То есть, чтобы к земле привязаться, мы же не знаем, на земле встали, а где мы находимся. То есть на карте вот эти пункты от этой имеются. Точки от геодезического пункта мы точно знаем, что вот отсюда, если мы отложим то расстояние, которое мы по координатам можем выставить наш земельный участок. Мы его привязываем к земле, да. И вот эти все пункты, они несут в себе определенные какие-то вот координаты. Поэтому могут высотные, люди да. должны не разрешать это там должны беречь вы должны беречь и охранять. Просто недавний случай, да, мы ездили из-за того, что у нас искажение всяких проекций по населенным пунктам, выезжаем, значит, делаем инструментальное наблюдение, но наблюдение делается от этих пунктов, от геодезических пунктов, стоя на них, мы работаем. Приезжаем мы, как называется, Тыквиль, да?
Бескюль. Бескюль, деревню вот приехали. Там был очень хороший знак, он такой рабочий был, недалеко от дороги, то есть доступность к нему была. И он тут фотография где-то у нас есть. Да, карьер сделали, карьер ПГС, там песок, видимо, был этот выемка песка, и вокруг этого прямо центра нашего, где-то фотографии можете найти, да, где вот стоит у нас специалист, и вот эта высотой труба там, да, вот видите, вот высота. Все выкопали. Выкопано все, и вот эта труба вот стоит, и он уничтожен, этот центр уже невозможно пользоваться или работать с ним. И мы для того, чтобы определять координаты ваших же участков, должны как минимум 3 пункта иметь для наблюдений. Получается, 2 пункта есть, 3-го нету, потому что он уничтожен. И надо и далеко идти искать этот пункт, да, который уже уничтожен. Вместо него другой. Это страдает точность наблюдений при этом, да, нет конфигурации нужной, которая нужна для спутников наблюдений. Там в виде треугольника такой должен быть схема построений всех наших наблюдений. И из-за того, что вот нерадивые строители или кто там этим занимался, уничтожили пункт. И вот раньше в советское время, да, это все на себя брали ответственность постсоветы, сельсоветы. Вот они охранные свои функции очень хорошо понимали, не давали. И строители многие, проектировщики знали, что нельзя уничтожать пункты. Но вот в последнее время мы наблюдаем в Якутии, что такое отношение к пунктам часто вот бывает, что ее сломали, выкопали, да, и у нас страдает само вот эта привязка нашего всех карт, которые картографирование проводится, только тоже привязки к этим пунктам. То есть, когда мы хотим топоплан хороший сделать, мы привязываемся тоже к пунктам государственной геодезической сети. И получаем... Дело в том, что у нас есть понятие еще таких сетей специального назначения, но на территории Якутии на сегодня зарегистрированной такой сети нету. То есть строго везде работа, кадастровые работы, геодезические работы на сегодня должны проводиться именно вот с пунктов государственной геодезической сети. Это, ну вот поэтому проводится Росреестром работ по обследованию состояния пунктов. И наша вот просьба большая, огромная ко всем субъектам геодезической, картографической деятельности, кадастровым инженерам, владельцам земельных участков, на которых находятся эти пункты созданы, да, беречь это все, да, и предоставлять нам материал о состоянии этих пунктов. Не обязательно, да, есть такой вот, ну, федеральный закон 431 говорит об этом, и есть приказы об уведомлении об уничтоженных и поврежденных пунктах. Но дело в том, что мы хотим знать вообще и о тех, которые действительно есть, они рабочие. Про них тоже состояние нам надо знать, чтобы делать инвентаризацию. Да, эти пункты есть. Они и продолжить вашу нелегкую работу. Да. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Напоминаю, сегодня мы говорили о вопросах геодезической основы кадастровых работ на территории республики. В студии были начальник отдела геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха-Якутия Татьяна Брониславовна Назарова и главный эксперт-специалист отдела геодезии и картографии Александр Владимирович Соловьев. Вел передачу Эдуард Рудых. Всего доброго. До новых встреч в эфире.